Куда лучше поступить и какое направление выбрать будущим военным? В Горском кадетском корпусе прошел урок мужества под эгидой военного комиссариата. Курсантам рассказали о самых престижных и востребованных военных специальностях. Кадетов и их родителей ознакомили с полным перечнем образовательных учреждений и на конкретных примерах объяснили, чего можно добиться в жизни, если получить высшее и среднее военное образование. Микаил Тангиев продолжит тему. Знание воинских регалий, нормативы для поступления в вузы и просто общие знания основ военной службы. Курсанты Горского кадетского корпуса, в отличие от учащихся средних общеобразовательных школ, с детства знакомы с такими понятиями, как армейская дисциплина, так как в престижном учебном заведении постоянно осуществляется серьезная подготовка детей к военному делу. Мы проводим мероприятия, направленные на профориентированный кадет непосредственно с выездом в воинские части, соединения, формирования, которые дислоцируются на территории Северокавказского региона. Буквально месяц назад мы были в Шалинском гарнизоне. 20 числа у нас запланирована экскурсия в город Моздок. Большинство кадетов еще до окончания учебы планируют поступать в высшие военные вузы страны. Представители военного комиссариата в беседе с ребятами рассказывали о процессе подготовки в тот или иной военный вуз и с чем они могут столкнуться в будущем. Я 2 месяца был начальником связи полка. Потом перешел в мотострелковый полк, потом танковый полк, потом в МЧС служил, военкомат и так далее, кадетский. То есть вы не зацикливаетесь на каком-то там вузе. Ваша задача, вот ваша и ребят задача поступить, получить образование, получить погоны, а потом открывается эта дорога дальше. Беседа проходит в рамках всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать», согласно которой проводится агитация молодежи в военные вузы Министерства обороны. Ежегодно перед комиссариатом ставится задача отобрать около 200 кандидатов для поступления в высшие и средние военные учреждения страны. Там нужно пройти военно-профессиональный отбор. Он должен быть годен, то есть по состоянию здоровья годен. Заявление пишется до 20 апреля. Года поступления, то есть это будет до 20 апреля 2019 года. То есть человек, который пишет заявление, то есть который желает поступить в военный вуз, он в обязательном порядке должен закончить 11 классов, и обязательно у него должно быть результаты ЕГЭ в наличии. За время беседы курсанты Горского кадетского корпуса подчеркнули для себя много нового. Большинство из них уже твердо решили двигаться и дальше по военной стезе. Я хочу поступить в Министерство внутренних дел, город Санкт-Петербург. Я решил поступить в данное заведение, потому что я считаю, что там этот вуз более престижнее, чем остальные вузы, как бы для меня. Так как у нас 7 уже курс, уже 11 класс выпускной, нам сказали уже заранее определиться, и все наши кадеты уже определились, где они будут поступать и учиться. И в дальнейшем мы постараемся уже, оправдаем их доверие. Ингуши во все времена считались отличными военнослужащими. Сделать карьеру именно в этом направлении может каждый из сидящих здесь, напоминают курсантам. Достойных примеров выдающихся военных у нас много. Главное, чтобы у подрастающего поколения было такое же желание. Как показал сейчас опрос ребят, все есть желание поступать в войска и Нацгвардии, и зенитно-ракетные войска, и МЧС. То есть вот я опрашивал их, все поднимали руки, есть желание, глаза горят. Я надеюсь, что по окончанию 11 класса, конечно, они будут писать заявления. Мы, как военный комиссариат, будем всячески оказывать им содействие, помощь. Курсантов призвали лучше стараться в учебе, усердно заниматься спортом и уважать родителей. Ведь только достойный человек может стать настоящим защитником Родины. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.